Сьогодні знімальна група «Коремедія» пробуває в одній з установ Сумської області, де утримують військовополонених росіян. Саме в цій установі перебуває близько 100 громадян Росії, 70-80% з них – це солдати строкової служби. Всі вони з різних регіонів Російської Федерації, і в цьому матеріалі ви зможете почути їхні історії, як вони пішли в армію та яким чином і коли вони потрапили в полон. После как отслужил срочную службу 2 года назад, это получается в 2022 году, я устроился пожарным спасателем работать у себя там в Вологодской области, в городе Вологда. Нас из части 4 человека, из пожарной части 4 человека, в общем, забрали в военкомат и отправили в воинскую часть служить. Вот. Это месяц назад было. Пошел я в армию, забрали меня в 20 лет. И так получилось, что я до армии работал в лесной охране. И у меня есть опыт там, и когда я пошел служить, меня забрали в пожарку. Это по срочной службе? Да, вот я 4 месяца прослужил в пожарной части и решил подписать контракт и там. И так получилось, мне сказали, что тебя никуда не заберут, будешь тут, никуда тебя на войну не заберут там и тому подобное. И вот я послужил 4 месяца. Подписал контракт. 1,5 года я прослужил, и меня забрали сюда, в Курскую область. Я попал в СИЗО, просидел в СИЗО города Санкт-Петербурга 8 месяцев. Пришли и предложили подписать контракт. По истечению срока контракта должна была быть амнистия по уголовному делу. По статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации это мошенничество. Нас отвезли в Беловодск, на территорию Луганской области, и там мы проходили обучение. То есть никаких участий в боевых действиях, только обучение. Нас учили пользоваться оружием, осваивать воинскую специальность, которую мы выбрали. Вот, я лично был оператором БПЛА, я летал на мавиках. Нас было около 30 человек. Мы зашли в Опанасовку и начали выстраиваться в оборону. И прошло около 20, может, 25 минут, как начали заходить украинские солдаты. И все начали, наши солдаты, бежать кто куда. И я подумал, я спрятался на чердак. Сидел там, пока туда не прилетело 80-й снаряд. Получил ранение осколочный. Сделал себе место, обработал раны мочой своей, все, которые можно. Вот, и лег отдыхать. Проснулся, плохо еще слышал, услышал голоса чьи-то. Вниз поселились украинские военные, а я жил неделю без еды на чердаке. Меня спустили, накормили, дали сигарет, воды. Я там переночевал у них, и меня повезли дальше. Также относились хорошо, ничего не били, такого ничего не было. Вот, дали одежду чистую, помыли, искупали. Получил приказ от командования своего непосредственно занять боевую точку непосредственно в определенной посадке. И то есть по приезду на место, на ту точку, которую мы должны были занять, у нас завязал с собой непосредственно, и после которого нам пришлось отступать. И в связи с этим отступлением некоторые сотоварищи выжили, некоторые были ранены. Но мне посчастливилось, что хоть и ранен, но попал все-таки в плен. Какое у вас ранение? Пулевое. Вам кто и как оказал помощь? То есть непосредственно сразу мне вооруженные силы Украины помогли, все-таки оказали помощь первую медицинскую, то, что было под рукой. А уже впоследствии, конечно, по прибытии сюда, когда мы попали непосредственно уже на территорию Украины, то есть помощь оказали в Курской области по месту попадания в
плен, а уже непосредственно по приезду сюда, в Украину, мне уже профессионально врачи оказали помощь. В каких обстоятельствах, когда вы попали в плен? Да, я в Курской области попал в плен при эвакуации раненых, вывозил раненых. Деревня называлась Новая Ивановка. И попал в засаду. И нас, обстрел начался, расстреляли машину. И я там остался, живой, там нас двое осталось живых. И добровольно сдался в плен, потому что был ранен. Даже не сопротивлялся, ничего. Ті, хто не поранені, везуть до нас зразу напряму. Ті, хто поранені, через заклади Міністерства охорони здоров'я, лікарні цивільні, їх там оброблюють їм рани. Хто тяжкий, тяжкі поранення, то лишаються в лікарнях, поки їхній стан не стабілізується. Після того, як вони підліковуються і їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує, потім привозять і поранених. Після того, як їх привозять до нас, проходять вони через баню, знімають свій одяг грязний, декого везуть зразу ж там окопів з Курщини, грязних, немитих, голодних. Ми їх миємо, видаємо постільні речі, чисті матраси, подушки, одіяла, простині, наволочки, рушники. І з цим відправляємо їх в камери. Накормили, дали воды попить. То есть мы без еды находились где-то дня 3-4 примерно. И у нас не было вообще продовольствия, ничего. И они нас накормили и напоили водой, относили все хорошо. И потом нас привезли сюда и здесь разместили, дали одежду, не грязную, чистую одежду. Все тут. И получается и мыльно-рыльное, и зубные щетки, и станки для бритья. Выдали тоже. Заботьтесь, все хорошо. Пошел на контрактную службу, я сам с Белгорода, это тоже приграничный район. И, соответственно, скажем так, не пропаганда, скажем так, а то, что все-таки тоже по городу и прилеты были, и соответственно, может, какой-то внутри патриотизм или как-то, все равно как-то, где родился, там сгодился, поэтому я думаю, каждый бы, наверное, пошел бы за свою землю или как-то так, скажем. Поэтому тут нет такого, что деньги или что-то, не идеология, оно просто как-то, даже не знаю, что побудило меня конкретно, все-таки как-то дом, и поэтому... Решили защищать свою... скажем так, да. Вы знали что-то о вторжении России на территорию Украины, и в том числе, что из Белгородской области обстреливаются украинские мирные города? То есть всю эту политику я даже и сейчас не хочу вникать, если честно, кто там на кого нападает, это просто действительно все говорю то, что у нас... Поверхностно у меня была информация, что вроде бы на нас мы защищаемся, а там как на самом деле я даже и сейчас не пойму, если честно. Вы принимали участие в боевых действиях на других территориях? Нет, до этого я нигде не принимал. Это можно сказать, меня отправили в командировку на усиление, на границу, на взводно-опорный пункт. На территорию Украины вы никогда не были? До этого я нигде не был. Сейчас вы как аргументируете нападение России на Украину? Для вас, ваше мнение, что вы думаете об этой войне? Мое мнение... как сказать, я даже... не знаю, народу, мне кажется, не нужна эта вся война, для чего все это происходит так... сказать. Нет у меня слов на это. Не могу даже вам сказать, как это. Сильно не вникал, но по телеку что говорили, видел новости, да, смотрел. Что говорили? Что, получается, там Россия защищает, интересы Донбасса, ЛНР, ДНР. Изначально, когда это началось в 22 году, знал, что это Россия зашла на территорию Украины, но Россия заходила под лозунгом, что мы идем освобождать эти территории от угнетения, грубо говоря. А как оказалось, ничего такого на самом деле и не было здесь. Вроде смотрю так, все и на русском говорят спокойно, и на украинском нет такого. Ни фашизма, как нам говорили, ничего такого. В России говорят одно,
а здесь говорят совсем другое. Вот такая. Что в России говорят, что украинские войска очень плохие, убивают там, что только не делают там. А на самом деле все наоборот оказывается. Ну, ми говоримо з ними про це, але якби вони і нам там не особливо вірять. Якби вони вірять чи вірили своїм командирам, своїй пропаганді, якби дуже багато з них, коли приїжджають, ну, дуже злякані, в очах страх, тому що їх там попереджали, що ні в коєму випадку не потрібно попадати в полон, бо там бендеровці, нацисти будуть вас там бити шокером, так будуть над вами знущатися, а це вони реально пару днів в такому шоці, коли це ж почнеться. Ожидал худшего, если честно. То есть думал, все-таки никогда не попадал, ну и никому, конечно, не желаю. И, соответственно, как-то военнопленный, ну, звучит как-то страшно. И, соответственно, были какие-то чуть-чуть в голове другие мысли. Вот. Но попадание сюда, именно вот попадание к людям, которые это самое здесь, совсем другие взгляды теперь поменялись. И скажу, если честно, то соотношение моих мыслей до и которые сейчас совсем разные. То есть небо и земля, скажем так. Относились лучше, чем свои в некотором плане. У нас не было, ну, подвоза еды не было, подвоза воды не было. Мы все искали сами. К командованию обращались, где еда, будет вода там и так далее. Ну, ищите самі. То ми до них відносимося так, як би хотіли, щоб відносились до наших військовополонених на тій стороні. Але, на жаль, Червоний Хрест у нас часті гості, на питання, як там наші, то вони не знають цього, бо їх на ту сторону ніхто не допускав. А у нас вони по 2-3 рази на неділю приїжджають, дивляться, в яких умовах вони перебувають, чим ми їх забезпечуємо. Дома вас кто-то ждет? Дома, да, супруга, сын. А удалось вам как-то с ними связаться, либо сообщить, что вы в плену? Ну, писал письмо, не знаю, отправил нас в Красный Крест, и как нам дают возможность писать письмо. Вот, письмо написал, отправил, и все, пока. Поскорее бы все это закончилось, как бы. Охота вообще. Вернуться тоже домой, там охота в свою пожарную часть. Как вы думаете, как это должно закончиться? Я не знаю, ну, все, как все говорят, должны в мирном переговоре там пройти, не знаю, там земли вернуть, которые были там оккупированы тоже. Не знаю, так должно все, скорее всего. Контракт на 3 месяца. И ну, нам говорят служить дальше, никакого домой даже не думаю. Ну, нельзя. Типа уволиться нельзя. И прокуратуру писал, и все писал, говорят, нет, служить дальше. Вот сейчас, надеюсь, может все-таки после плена, когда обменяет, получится как-то прокуратуру что-то написать, чтобы службу прекратить уже, не просто усталость, и не хочется уже никакой войны, просто уже все. Вас обменяют, вы вернетесь домой к жене и к ребенку. Да. Как-то поменяется ваше мировоззрение вот после плена и после того, что вы увидели здесь, то, что вы узнали про действия российских военнослужащих непосредственно? Да, точно на войну не пойду больше. Любыми путями я уволюсь с российской армии. Я завершу карьеру военнослужащего. Все-таки это, ну, не мое это. Поэтому тут надо, скорее всего, человек тот, который взгляды у которого другие совсем, не как у меня. И думаю, лучше я посижу, сколько дадут. Потому что если посадят в тюрьму, то выбираться из нее либо отсидеть срок, либо также по контракту уходить, а также по контракту я уже не пойду. Если посадят в тюрьму, буду сидеть. Если отпустят, то поеду домой в Новосибирск. Ну, по контракту больше не пойду. А если будет возможность этот расторгнуть, то буду пытаться как-то заканчивать с военной службой. Не пойдете по контракту, почему? Ну, потому что я не смогу воевать с украинским народом. Никак. После вот такого отношения, что я увидел к себе, я не смогу уже участвовать в этой войне.
Ми не можемо перевірити інформацію, яку нам озвучили військовополонені росіяни, яких ви побачили у цьому матеріалі. Зокрема, щодо того, чи виконували вони завдання на окупованих територіях України і чи причетні до злочинів, вчинених проти наших співгромадян. Втім, це не знімає з них відповідальності за злочин агресії, організатором яких є військово-політичне керівництво, наділене владою громадянами Росії. А такі пересічні солдати, з якими ми поспілкувалися, є знаряддям цієї агресії.